организации, то есть наша организация «Територія Узнику» и «Флора», это 3 организации, которые пишут звернення в громаду, звернення сюда для открытия ночлежки в нашем городе. Почему? Потому что наступает зима и люди умирают. Вы понимаете, их очень много, им некуда идти. Им нужна юридическая помощь, им нужна медицинская помощь, им надо в конце концов где-то переночевать. Во всех областных городах такое есть, кроме нас. И у нас 4 года это все вопросы решаются. То да, то нет, а дальше ничего не делается. А люди умирают каждый день. Сегодня я приехал с похороны такого человека. Понимаете? Вот. В 9:30 мы хоронили. Вот вопрос какой. Что дальше? Сколько еще должно умереть людей у нас в городе Кировограде, чтобы у нас открыли ночлежку? Люди бездомные, это есть люди с высшим образованием. Люди разные попали в разные ситуации в жизни. И мы должны понимать, что они такие же люди, как и мы. И они также хотят жить и жить нормально. Сегодняшнее ваше требование к городским властям, потому что создание приюта это все-таки компетенция депутатов, а да. не исполкома. Вот мы сегодня занесем звернення депутатам от нашей громады, и мы просим вас, подпишитесь тоже, как граждане этого дома, этого города, да, чтобы что-то, какая-то с мертвой точки начиналась двигаться, потому что сегодня дают, завтра не дают. А вот смотрите, сейчас уже минусовая температура, завтра будет -20. Завтра опять начнут просто копать ямы, этих людей хоронить. Почему? Потому что им некуда идти. Им некуда идти, им некому обратиться даже. И они разочаровались. Вот они что они делают? Они идут, они в больницу не обращаются. Они начинают заниматься, кто-то с них начинает, например, заниматься криминалом. Для чего? Чтобы сесть в тюрьму. Там тепло, там корм, понимаете? Вот такие ситуации я сталкивался, что говорили люди, да мне лучше сесть в тюрьму-то я буду там нормально жить, в тепле, да? Люди не видят выхода, люди не знают, куда идти. И скажите, кто кроме нас, кроме людей, да, которые живут здесь, может им помочь?